Как оградить молодежь от крайностей и тем самым не дать им погубить свое будущее? Этому обучают психологов на тренинге. Спикеры говорят, что школьный психолог выступает связующим звеном между детьми, родителями и учителями. Он оказывает помощь ученикам в социализации, принятии возрастных изменений, учит правильно воспринимать мир и находить решения в конфликтных ситуациях. Нам нужно, чтобы они нашли поддержку и силу в вас. В этой группе, в своем классе, психологу, преподавателях, потому что если вы их в этот момент выявите и поймете, что ага, и надо его поддержать, и вы найдете инструменты и ключики, чтобы ему помочь, это дорогого стоит. Вы спасете одну жизнь, вторую, третью. Представители Коммолодежи рассказали и показали различные инструменты, которые школьные психологи могут применить на практике при работе с детьми. Важно поймать тот момент, когда ребенок впадает в крайность по отношению к чему-либо, аккуратно его направить на правильный путь. Инструментарий разнообразный, чтобы дети могли вовлечься полностью в эту историю и могли увидеть и хорошую, и плохую сторону этой жизни. Мы надеемся, что у нас в основном наши коллеги именно такие добродушные, дружелюбные с детьми. И тот инструментарий, который мы им даем, те упражнения и те методики, которые мы им показываем, это плюс еще плюс один в копилку для них, для моих коллег, чтобы они могли достучаться до ребенка. Один из методов решения проблем между школьниками – это форум-театр. Одна из техник, объединенных общим термином «театр угнетенных». Этот способ позволяет разыграть реальные конфликтные ситуации из жизни, и ребенок может посмотреть со стороны, как развивался конфликт и каким образом его можно было избежать, либо свести на нет. В процессе зритель может остановить постановку и показать, как можно было реагировать на сложившуюся жизненную ситуацию. Очень часто бывает, что дети не знают, они хотят, может быть, не хотят конфликтовать, но пути выхода из конфликта, они просто об этом не знают. И вот именно на тренингах, на этих, и сегодняшний вот тренинг, он очень хорошо показали нам и игры, мы увидели, и сами участвовали в них. Вот пути выхода из этих конфликтных ситуаций мы и должны помогать детей, учить этому. Драма, когда мы проигрываем конфликтные ситуации на сцене, это, наверное, самое такое запоминающееся из того, что есть, и самое, наверное, действенное, самое полезное. То, что, я думаю, все наши коллеги сегодня взяли себе на заметку и будут практиковать в своей деятельности. Данная практика позволяет им отыграть противоположные роли в конфликте и получить опыт и агрессора, и опыт жертвы. И вот, мне кажется, она развивает эмпатию в ребенке. Это необходимо для него. Тренинги со школьными психологами проходят в 3 этапа. Эта встреча собрала специалистов из образовательных учреждений Магаса, Назрани и Назрановского района. Впереди тренинги с другими муниципальными образованиями. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.